Интересная получается картина. Пострадавших почти 200 человек, но многие из них на судебное заседание не являются. Спрашивается, почему? Вы же много лет уже атакуете агрария, а тут на суд взяли и не пришли? Они заявляют, что в период с 2000 по 2016 годы Хали Сарманов якобы незаконным образом захватил принадлежащие им земельные участки сельскохозяйственного назначения. При этом многие из потерпевших и свидетелей своевременно на судебные заседания не являются, а председательствующему по делу судье Сайрамского суда Курмангали Дусимбекову приходится выносить постановление органам полиции и прокуратуры об обеспечении явки фигурантов в принудительном порядке. Или шум нужен был лишь для того, чтобы в очередной раз возобновить дело, а все остальное сделают уполномоченные сотрудники и люди в погонах? Родные Хали Сарманова всячески поддерживают его, но переживают, что 68-летний старик находится в ужасных условиях. По словам адвоката, тест ПЦР ему делали лишь однажды. Как на самом деле чувствует себя Сарманов, остается только догадываться. К сожалению, наши письма формально спускаются на территорию, то есть тем же должностным лицам, чьи действия мы обжалуем. И это несмотря на прямой запрет, предусмотренный статьей 104 УПК. Запрещается поручать рассмотрение жалобы тому дознавателю, следовательно, прокурору или судье, действия которых обжалуются, а равно должностному лицу, утвердившему обжалуемое решение. Органами следствия Сарманову предъявляются обвинения по статьям 176, часть 4, пункт Б и 228 Уголовного кодекса РК редакции 1997 года. Присвоение или растрата веренного имущества и злоупотребление полномочиями. По данным следствия, он причинил ущерб пострадавшим на сумму порядка 60 миллионов тенге. Это надо остановить. Над этим работает. Спасибо президенту, Ельбасы, парламенту, о том, что они вовремя взялись за это дело, это поднимает этот вопрос. Участились случаи рейдерства в отношении малого и среднего бизнеса. Моя позиция по этому вопросу известна. Любые попытки воспрепятствовать развитию бизнеса, особенно малого и среднего, должны рассматриваться как преступление против государства. Сторона обвинения, то есть прокурор, позволяет себе контактировать с теми, кто пытается всеми силами посадить Хали Сарманова. Что ж, это уже дело антикоррупционной службы. Надеемся на их работу. Мы будем следить за ходом данного процесса и обязательно расскажем вам все. Ведь действительно, земля должна принадлежать тем, кто на ней работает, а не тем, кто желает ее подороже продать.